Отдаленность от Волги, она, с одной стороны, играла важную оборонительную функцию, да, потому что непосредственно пристать к стенам города было невозможно. Да, надо было преодолеть целый ряд преград. Территория от Булака до Волги, она очень была всегда специфическая. Множество речек, речки, озер, множество заболоченных участков. Все было до второй половины 20 века. И действительно подойти к городу было не так просто. Зачастую зимой это сделать проще, но ни в коем случае не в период весеннего паводка. С другой стороны, вот это местоположение на левом низинном берегу, оно было большой проблемой, потому что город был всегда очень разбросан. Вот эта вот история, то, что Казань состоит из множества слободок, она во многом идет от нашей географии. Потому что все слободы в период весеннего разлива это не что иное, как острова, которые оказываются над вот этой водной гладью. Вот. И, в общем-то, но даже в таком виде, в очень опосредованном, с доступом через целый ряд таких преград, Волга играла непосредственную жизнь в годичном цикле наших казанских жителей. То есть ежевесенний разлив, пик которого мы вот сейчас уже начинаем, если это была нормальная история волжская, вот сейчас, когда начала в это время, в этой части мая уходить на спад, то есть он был определяющим для жизненного цикла Казани. Это конец зимы, это окончательная победа весны, это начало большой волжской торговли, та ярмарка, которая там, в источниках и в преданиях упоминается как ханская ярмарка Шаяк на Булаке, которая продержалась весь 18-19 века, до периода НЭПа, когда под Кремлем торговали цитрусовыми, обязательно лимоны, апельсины были, да. По-русски это называлось гуляние на посуде, потому что посуду продавали, и в это же время поступали цитрусовые. То есть это описано и у Сергея Тимофеевича Аксакова, и в других источниках. Но вы понимаете, да, то есть заканчивается очень трудный период экстремальный, когда весна, когда есть нечего, и люди получают с этого витамины, да.